Северин, вот как ты думаешь, что дети любят больше всего? О, я как отец двоих дочерей сейчас предоставлю тебе списочек. Дети любят сладости, кататься на велосипеде, гулять, не слушать родителей, а еще смотреть мультфильмы. Я бы даже сказал, очень много мультфильмов. А есть ребята, которые любят не только смотреть, но и сами создавать эти самые мультики. Например, ребята из объединения с красивым названием «Не сон» после школьных занятий самым настоящим образом творят, а весь творческий процесс записывают на камеру. Кстати, совсем недавно они участвовали во всероссийском конкурсе детской мультипликации «Мультгорой» со своим творением «Два друга» и даже получили особый диплом за интересный дизайн, хороший свет и съемку. Как говорят сами создатели мультфильма, от такой награды они аж обалдели. Но мы считаем, что ничего удивительного в том, что они удостоились диплома, нет. Ведь мы уверены, что ребята с креативом отнеслись к созданию своего детища. Мяу. Я кот и жил в самом обычном городе. И я гулял, скитался между домами. Мне нечего было есть. Я спал на чердаке. На улице было много собак. И за мной постоянно гнались дворняги и пуделя. Или как их там. Люди меня отовсюду гнали и говорили мне «брысь». А ведь мой прадед был рысь. Но однажды со мной случилась такая история, которая перевернула всю мою жизнь. Жил-был дедушка. У него был день рождения. Ему исполнилось 100 лет и 1 год. Почти юбилей. К нему пришли гости. Родные, друзья, дети, внуки. И чего только не подарили. И даже меня. Я рос прямо на глазах, а точнее на руках, в прямом смысле. Поздравляю тебя с днем рождения! Одним из подарков был кактус. Он мне особенно понравился. На меня не обращали внимания, и я решил забрать его себе. Но я оказался криволапым и случайно его разбил. Дедушка был в ужасе, его глаза налились кровью, как у моего хищного прадеда Рыся в былые времена. Но хозяин злился недолго, потому что все стали есть, и он, наевшись, подобрел.